Главная задача на сегодняшний день – оформление необходимых документов. Это то, что касается вопросов материальных. Сейчас главная задача быстрее определить размер ущерба, с тем, чтобы люди уже могли подавать заявления и получать денежные средства. Ну и также, конечно же, определить тот объем стройматериалов и доставить его сюда, который необходим тоже для проведения восстановительных работ пострадавших на слегах Алекминского УСа. В целом по району определена предварительная сумма ущерба – более 70 миллионов. Было затоплено 183 дома жилых, и 502 человека пострадали. Все эти 502 человека получат единую материальную помощь и финпомощь за потерю имущества первой необходимости. Сейчас идет сбор заявлений, все идет через госуслуги, поэтому наше население и органы местного самоуправления активизировали в данном направлении. Как можно скорее люди подавали заявления, мы их будем быстро обрабатывать, и население быстро получит и мат-помощь, и финансовую помощь. В этом году в числе пострадавших села 1 и 2 Нерюктянск, Дильгей, Нях, Харинцы, Кыллах. В приоритете восстановление всех сфер жизнедеятельности. Сегодня уже до конца дня проезд по дороге Умнас до 1-го Нерюктянского наследия будет восстановлен. Дорожники уже ведут большие работы. До завтрашнего дня будет восстановлено энергоснабжение по 1-му Нерюктянскому наследию и наследию Бирюк, который входит в состав 1-го Нерюктянского наследия. По Кыллаху в течение недели тоже должно быть по временной схеме электроснабжение восстановлено. Ну, после схода воды энергетики начнут работать также по восстановлению электропередач, которые достаточно серьезно пострадали. С бедой один на один не оставим. Этими словами подытожил встречу с населением глава республики в селе 1-й Нерюктянск. Мы примем все меры для того, чтобы в короткие сроки все восстановительные работы здесь были проведены и завершены с хорошим качеством. Надо отметить, что население здесь сохраняет спокойствие, паники не наблюдалось и во время большой воды. Люди готовы приступить к работе по восстановлению своего жилья. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.